Ассаляму алейкум. Салям алейкум. Сегодня в гостях у меня Лейля Ашик. И я хочу немножко представить вас, вот как я вас вижу. Я просто несколько лет подписана на вас и с удовольствием просматривала видео с вашим хруба, просматривала старые фотографии, с которых на меня смотрели красивые, молодые, сильные мужчины, красивые женщины. И недавно у вас появилась рубрика Джумай Кейса. Мы, конечно, о ней поговорим. Все это про большую семью. То есть сегодня я вас пригласила как представителя большой семьи, как внучку, дочь, маму, тетю. И хочу поговорить немножко об этом. Сауна за приглашение. Буду очень рада поговорить. Расскажите, как это быть вот частью большой семьи? Ну, это, наверное, автоматически у большинства крымско-татарских семей. Причем у нас по-настоящему определенный культ этой большой семьи, потому что я последние, наверное, лет 15 жила уже будучи сама мама, дочь у меня уже вот в 4 поколениях. Поэтому и когда ты совсем еще юная, не семейная, эти вещи все проходят как-то, не совсем так, как ты осознаешь это сейчас. Я действительно, понятно, что мы очень любили своих дедушек, бабушек, мы к ним ездили если детские каникулы мы проводили в большинстве случаев у них, а потом уже повзрослев, это даже где-то было, знаете как, надо съездить, навестить, ой, а у нас то, а у нас это, и мы старались от этого как-то заняться чем-то другим, только наверное, даже не общаться, потому что, действительно, были интересы другие. А когда уже вот повзрослели, и старики постарели, и я действительно стала всем этим намного глубже интересоваться, и для меня это было такое счастье, что вот последние 15 лет это действительно было так, что мы были очень, во-первых, мы все рядом, это, наверное, сыграло очень большую роль в этом плане, близко, рядом, и имели возможность встречаться очень часто. И работа как бы позволяла в плане, что все было в одном месте. И если когда какой-то выходной проходил без стариков, это уже что-то было такое необычное, непонятное. Поэтому большая семья, хоть сейчас и говорят, что надо немножко уметь отделяться, жить своей жизнью, наверное, оно так и происходит. Оно так и происходит. Никто не говорит, что 24 часа надо заполнять общением всех нескольких поколений. А, наверное, сейчас, я так понимаю, когда уже старшего поколения, совсем старшего поколения нет, а есть родители, даже вот эти хавелер там раз в неделю, это большое, у некоторых этого и нету, к сожалению, это счастье. И когда вот собираемся мы, дети, внуки, что может быть еще лучше? Да, это прекрасно. Ну да, вы собираетесь, вы общаетесь, вы все живете, как я поняла, там вот недалеко. Можете пойти к маме, да, к Анашке, можете пойти к сестре. Вас 3 в семье, да? Да, нас 3 девчонки. И поэтому, наверное, сестринское это еще что-то. Я не знаю, что такое, да, там старшие братья или младшие братья. Но на сегодня я понимаю, что это, такой классный вот вариант общения, дружбы и так далее. Все-таки вот мне кажется, если вот положить, если вот сказать откровенно, это все-таки система каких-то компромиссов, да, вот чтобы все было ровно, но так не получается. Нет, конечно. Причем, допустим, старший, младший. Я же старше, а есть младшая сестренка. Не даже из-за того, что мы уже все взрослые люди,
у каждой свои дети есть, но есть моменты, которые, допустим, мне не нравятся, а может быть, ей не нравится или еще что-то. Ну, я как-то поймала себя на мысли, что так как ты представляешь определенные вещи, оно не должно быть у всех, даже у твоих близких людей, и даже у твоей, допустим, дочери. И у каждого свое право, да, на определенные вещи, на определенные и ошибки. Но, несмотря на это, мы критикуем себя. Они меня очень критикуют, причем всегда считают, что, ну, там, начиная там от внешнего вида и до каких-то этих. Но все это воспринимается очень, скажем так, по-родному, близко. Да, какие-то вот, я знаю, я есть свидетель некоторых семей, когда между близкими людьми, именно сестрами, братьями возникают до такой степени конфликты, которые, ну как можно, как, да, это, ну, происходят. Ну, тут, как говорится, поругаться можем, подуться можем, не поговорить там пару дней, а потом все возвращается. Причем у меня с младшей сестренкой 8 лет разницы, и я сразу скажу, что, ну, очень много лет я ее вообще не воспринимала, потому что она была маленькая, она мне мешала в плане, и так, когда подросла и так далее. Ну, а потом уже, когда ну, я отучилась, скучала, приезжала, но она всегда для меня младшая. Что ни скажи, значит младшая, значит имеет право на определенные ошибки и проступки, Да, да. которые мы можем всегда заметить, сказать, отметить. Вот эта большая семья, как это помогает вам в жизни? Ну, во-первых, как я говорю, Мирьем, вот ты у меня одна, конечно, в семье, но вокруг я очень хочу, чтобы у тебя были со всеми твоими двоюродными, братьями и сестрами, такие же теплые отношения, как и с моими двоюродными. У нас очень тесные отношения и с двоюродными тоже, в большинстве своим, все с сестренками, братишками. Потому что, ну как, мы элементарно, даже, я не знаю, физической помощи, когда были дети маленькими. Мы спокойно оставляли друг дружке их, не говоря уже о том, что клич надо быстро сделать определенную работу все вместе и так далее. Ну и какие-то общие, у Анашки собираемся, одна делает одно, вторая второе, третья третье, и очень результат работы виден конкретный. Скажем так, я даже откровенно скажу, я не любитель сильно собираться часто за большими там, да, там застольями. Ну, может, у меня ассоциируется куда-то поехать на природу, в горы или в парк, с удовольствием. Вот эти еще формы общения, как семейные застолья, я немножко стараюсь их и уменьшать, ну или, может быть, как я говорю, если мы что-то придумаем другое, давайте играть в игры настольные там, да, или смотреть какой-то фильм. Ну, так на меня иногда поглядывает, говорит, давай немножко. Давай покушаем, да? Давай покушаем, да, в этом плане. Поэтому я стараюсь больше организовать, чтобы, да, нам, если захочет всех нас собрать вместе за столом, мы всегда это поможем, организуем, столы накроем, уберем и разойдемся. А для меня приоритет все-таки всем нам с детьми собираться. Я люблю это очень. Где-то, куда-то поехать, где-то принять участие, посмотреть, получить хороших эмоций и вернуться, каждый в свои Каждый в дома. свой Да. дом, да. Скажите, вот вы с таким трепетом рассказываете о своих дедушке, бабушке, да, дедушках и бабушках с обоих сторон. И в этом году на книжной ярмарке вы представили книгу «Тамерлар». Вообще, как возникла идея создания книги? Вы можете рассказать немножко об этом? Ну, сначала хочу сказать, что это, наверное, больше мое такое увлечение, хобби, которому я отдаю свое свободное время, ну, совмещаю, так сказать, свое увлечение что-то писать и в то же время о чем писать конкретно. И я
Когда я случайно увидела, ну не случайно, зашла в гости к своей двоюродной, так получается, Битама, и на стенке увидела портреты ее родителей, э, я так, красивые портреты в национальных костюмах, украшения были у Аджиребита. И я спросила, кто это? Она говорит, это мои родители, говорит, Ислам Даирский и Аджирей Дилерская. Но я прекрасно знала свою Гульнара Битам, Сагиде Хартанам, вот это мы с детства общались, все, фотографии перелистывала там какие-то такие типично, да, там советские, 50-е, 60-е годы. А эти портреты увидела и думаю, так это, говорю, это же и мои родственники, а почему я о них ничего не знаю? Ну, Зулха там у нас была очень такая со своей трагической, яркой судьбой. Она большую часть жизни прожила в Молдавии, и когда уже в старости пережила, тоже поселилась рядом со мной, и у меня была возможность постоянно с ней общаться. И она мне рассказывала вот такие истории, которые, наверное, мне больше тогда понравились. Например, ну я знала, что Хартанан, Харбабан вернулись в Крым, что они участвовали там, что они занимались огородом. А здесь я узнала, что у нас Аджирия Идилерская была из богатой семьи, получила в наследство золотые монеты, у нее были сады и так далее. Ну а потом, конечно, завертелось все это колесо истории. Я эту историю про 3 сестер Идилерских, одна из которых моя прабабушка Фатиме, вот каждая, конечно, я представляла все время вот, их вот такими красивыми девочками, гуляющими у себя в саду, там, Дуванкое. И потом каждая вышла замуж, и все, и пошло-поехало. Одна погибла при высылке, одна погибла в Германии, куда ее угнали с дочерью. И Айши Бита только дожила до глубокой старости. И я очень-очень так пару раз как бы смутно помню историю, когда Бабан привозил нас в Бахчисарай и говорил, мы сейчас увидим Айши Тизе. Айши Тизе уже болела очень и постоянно возвращалась вот в дом, который она считала своим. И вот мы ее оттуда забирали и отвозили там, где она жила. И вот все это прослушав, потом я стала более внимательно рассматривать все фотографии, расспрашивать уже Хартанам, Битам, Харбабам. И я подумала, а почему вот эти все истории я не знала в свои школьные годы и в своих вот этих сочинениях, которые получали везде, там первые места, призовые места. Я рассказывала, о ком только можно было, да, все эти пионеров я знала, героев наизусть, детей войны я знала наизусть. А тут каждая история, которая подразумевала одну из вех какую-нибудь историю, это всей страны, в которой я тогда жила, а о них никто ничего не знал. И я подумала, что надо начинать что-то делать, чтобы уже моя дочь о них в школе рассказывала. Вот, наверное, исходя из этого, я это потихоньку начала собирать, записывать. А Хартанам Харбабанин уже Битам Йохада, Изет Харбабан Кеченде. И я с ними уже больше стала общаться, записывать аудио, видео. Ну и, наверное, фотографии в этой истории сыграли очень большую роль, потому что Бабам очень увлекался фотографией и очень много фотографировал. И с хартанашкиной стороны тоже было много таких хороших фотографий, которые можно было вот сесть и не просто так в устной форме мне рассказать, да, что там произошло, а сказать, вот это было так, вот это он герой этой истории, этот герой этой истории. И вот таким образом я начала собирать, компоновать этот весь материал. А идея, скажем так, книжки, ну не то, что она там не так, я, конечно, просто так, я не думала, что я это сделаю как бы сейчас, по прошествии какого-то времени. Но однажды мы с девчонками сидели, они ко мне пришли в гости, и я говорю, ну прочитайте, как вот, что вы понимаете, как вам интересно или еще что-то. Но они говорят, ну интересно, конечно, вот фотографии красивые или еще что-то. Ну, понятно было, что язык для них еще был такой сложноватый.
И я Мгм. говорю, а давайте попробуем эксперимент. Как бы для вас это было интересно? Вы своими словами мне расскажете? Ну, там пересказали. И я старшей девочке говорю, Аделя, говорю, давай попробуем, получится, получится, нет, нет, оставим на потом. Ты эти истории немножко изменишь под себя, как тебе, ну, вместе мы. А она переводила их на крымско-татарский язык. Мгм. А девочки будут рисовать. Мне важно было, чтобы они, прочитав текст, как они этот текст нарисуют. Ну, поговорили, они всегда поддерживают мои идеи. Ну, а потом через недели-две, когда я так говорю, ну что там, начинаем или как, а они уже, младшие, уже забыли. А что вы хотели, эти идеи и так далее. Я говорю, так, надо их как-то мотивировать или Собрались еще раз, договор составили, что и как. И если, говорю, у нас что-то получится, соответственно, будут и материальные поощрения, помимо там каких-то плюшек по ходу. И вот таким образом мы договорились, что каждую неделю, один раз в 2 недели текст и рисунок. И таким образом за год собралось определенное количество материалов. Ну и недолго думая, я решила это все к книжной ярмарке подготовить. Может, где-то некоторые нюансы не учла или еще что-то. Но в любом случае самое главное, что когда вот все мои младшие родственники, когда читали, им понравился сам подход, картинки, текст и так далее. Понятно, что, может быть, надо было еще доработать определенные вещи. Ну, доработаем в ближайшем будущем. Начало Да, положено. да. Поэтому Начало положено, и хочу сказать, что вот эта книга, она, наверное, немного раньше открыла для ваших племянниц, для ребенка вашего, да, ценность вот этого общения с семьей, со старшим поколением. И каждую пятницу у вас выходит история, да, и очень интересно читать, и там иногда есть фотографии, иногда их нет, и невольно там вот представляешь, да, как это было. Что это за история? Это вымысел или это те же вот истории, которые вы собирали? Нет, ничего никогда, ну, как бы, как говорит Бабам, ты там ничего не можешь что-то добавить для красоты картинки. Но мне настолько реально вот некоторые вещи, которые сейчас я вот более сейчас углубилась в расшифровку всех аудио, которые когда-то наговаривал, рассказывал Харбабан. Причем это в такой всегда атмосфере приходило. Я просто приходила навестить, а он была феноменальная такая память. Я всегда говорила, Харбабан, пережив столько всего, помнить так и в таких подробностях. И он просто хави пьем, о чем-то говорим, и вспомнит какое-то имя, у него какая-то ассоциация с этим именем происходит, и он начинает рассказывать эту историю. А некоторые факты я потом как бы, хотя бы в историческом, да, там, год гуглила какой-то, да, там, вот он мне рассказывал, какой Бахчисарай был во время Великой Отечественной войны. Он был уроженец. Он уроженец из Киюрта, это сейчас, уже нету, село тогда как бы считалось. И в войну он был подростком. И вот он рассказывает, как он ходил по этим улицам, он видел этих казненных людей и так далее, и как власть менялась бесконечно. И до такой степени некоторые моменты, и когда я что-то там загуглила, Бахчисарай, оккупация во время Великой Отечественной войны, вот эти факты, они совпадали. Некоторые моменты, где что висело, где что происходило, где как происходило. И буквально называл фамилии там. Вот как бы я все это сейчас по именам я записала, я это буду озвучивать, но, допустим, был казнена там муж нашей учительницы, сразу был расстрелян, потому что он был коммунистом. Учительница работала в больнице, и что-то тоже ее поймали на том, что она передавала какие-то. И вот такие моменты, как бы я все записывала, он мне наговаривал все это. Поговорим где-то так полчаса, минут 40, все,
на сегодня хватит. Я выключала там телефон и там уходила, своими делами занималась. И вот таким образом, оно действительно, когда просто какие-то стандартные, наверное, истории, может быть, и тогда, почему мне все это так увлекло, одно дело, когда определенный быт я видела, да, своих артлар, у них целый день состоял из работы, огорода, рынка, разговоры вот вокруг этого. Мы тогда вообще так детьми, это ж понятно, что никто нам эти моменты не объяснял. Да. А здесь совершенно уже, когда видно, уже мы взрослые, они уже с нами говорили вещи, которые как бы когда-то не хотели говорить, боялись говорить. И в любом случае именно вот такие неординарные какие-то поступки, может быть, какие-то даже приключения, любовные приключения. Вот я их прям Хартана Лафтейдом говорила: ну, Хартана, ну расскажите, а там как было, а тут как было. И она, ну, понятно, такие моменты не всем всегда расскажешь, поделишься, но были какие-то там ссоры, какие-то конфликты. Это у всех всегда все было, но нам преподносилось в совсем другой форме. А я уже, и вот сейчас уже, хотелось бы, конечно, в художественной форме бы все это обрисовать. Я всегда говорила, что мне всегда, это вот если бы я как роман, да, какие-то там семейные хроники на протяжении 100 лет, эти всякие саги или еще что-то. Сага Почему бы и Форсайта, нет, да, почему бы и нет, пусть все лежит, а когда-нибудь, ну не я, может что-то другое созреет или так далее. Поэтому и детям, некоторые, когда они узнали эту историю про Харбабашку, говорят: ну как это, неужели Лютфи Харбаба мог так сделать? Бабам не хотел учиться в музыкальной школе, и он его сказал: ну вот не хочешь, все, забрал у него школьную форму, забрал портфель и сказал: будешь пасти баранов, все. 3 дня он пас баранов, он все это говорит, ну действительно никакой не было там вымышленной или еще что-то, но через 3 дня я понял, что лучше учиться, чем пасти баранов. И вот, Ну, вот вот такой так. лайфхак. Пользуйтесь. Да. Да, ему вернули торжественно портфель и школьную форму, и девчонки смеются, говорят: ой, а как бы интересно с нами поступили, если бы мы сказали так категорично, что не хотим учиться. Ну, я говорю, всегда можно узнать ответ, когда конкретно что-то произойдет. Да. Поэтому пока не экспериментируйте. Да, пока не задавайте таких вопросов. Недавно, листая вашу ленту, я там увидела такое интересное видео. У вас с сестрой в один день была свадьба? То есть вы в один день родились, и вы в один день вышли замуж? Это было 25 лет назад, да? В этом году 25 лет. Да. И там так интересно, вот эти вот кадры, вы сделали их быстрее. Ну, вообще очень интересно было смотреть. И я там узнала Лютфи Харбаба, он такой был моложе, да, менее седой, да. менее такой. Вот вопрос. 25 лет семейной жизни. Как вот какой-то секрет сохранить отношения в семье, да, вот не знаю, вот воспитывать детей, здоровых детей, да, то есть вот нормальная семья и здоровая семья, какой совет? Ой, в этом плане совета вообще никогда не должно, ну, давать. В плане можно только делиться определенными да. какими-то моментами, да. Ну, во-первых, 25 лет они проскочили, конечно. То есть это Да, для вас очень, это быстро? очень быстро. И вот когда мы 25 лет, ну да, так получилось, что мы как бы объявили о том, что мы обе выходим замуж. Ну, Бабан у меня тоже всегда такой говорит: ну, Хасмет, значит, говорит, не подряд делать, да, там 2 торжества, надо сделать 1 торжество. Это удивительно. Да, и
Ну, во-первых, наверное, самое главное, ну, найти своего человека, это однозначно. У меня сметился в следующем году, мои родители отметят уже 50-летний юбилей. Шалом. Да, все будет нормально. И каких-то, вы знаете, я вообще очень ленивая в плане чтения вот каких-то вот этих, это сейчас очень модно читать какие-то тренинги, да, там слушать, посещать или еще что-то, читать тем более книжки, их очень много и так далее. Э, Это только то, что я видела в своей семье, и, соответственно, ну, мне повезло, конечно, что у нас и с мужем одинаковое отношение ко всему. Да даже если были бы это нормально, когда есть какие-то там противопоставления или так далее, это со временем, ну, человек как бы или вместе это все как-то приводит к одному целому и так далее. Но, но были некоторые моменты, которые, допустим, я уже не повторялась, считала, что уже действительно смена поколений и так далее. И с бабаней даже спорим на некоторые вещи, что, ну, надо что-то менять, да, там, в рассуждениях, в отношениях, и нельзя допускать там какого-то там терпеть слово, если уже невыносимо терпеть, или же смиряться, если не хочешь с этим смиряться, только потому что есть каноны сохранения семьи, или чтобы там поменьше кто-то что-то знал и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, об этом я уже говорю своей дочери. И это, конечно, прекрасно, когда все прекрасно изначально. Но мы же понимаем, что и проблем была куча, всегда было. Это как бы, но, наверное, из-за того, что и семьи помогали нам. Большей части морально всегда, где-то материально всегда были рядом. И, допустим, ну, у меня была всегда такая установка, если это, что о своих проблемах вообще поменьше кому-то рассказывать. И сестрам самое это сестрам рассказать, и то не всегда, чтобы они тоже слишком не переживали. А о родителях это уже вообще. О, да, Они это не очень должны важно. об этом знать, потому что мы Они все очень знаем, переживают, да. даже когда у меня сестра собиралась в роддом, мы все так вокруг выстраивали, чтобы мама уже узнавала о конечном результате, чтобы только не О, думала о том, что, да, что там происходит в этот момент. И я тоже так все сделала, все, чтобы все сообщили. Вот, Алла Хайрлицын, у вас родилась внучка, потому что я, ну, не знаю, я, наверное, хотела бы, наверное, тоже так. Когда одно дело сопереживать, сочувствовать это одно, но иногда ты ж не знаешь, как ты поведешь, если себя, как твоя там нервная система отреагирует или еще что-то. Ну, в общем, решили мы так и сделали. мгм. А так, ну, во-первых, наверное, и еще самое главное, общие интересы в том, что в первые годы финансово, конечно, было очень даже сложновато. Это были 2000-е годы, и тоже и с работой были проблемы и так далее. Но родители постарались, сделали, да, допустим, та же жилье было. И потихоньку, как бы вот такими маленькими шагами шли, и к определенному уже возрасту, уже ребенок подрос, э, мы больше занимались тем, что нам нравилось всем, да, там какие-то мини-путешествия, встречи и так далее, может быть, какие-то совсем не требующие каких-то вот больших финансовых вложений или еще что-то. Но мы понимали, что мы не можем сейчас себе позволить, да, там, постройку дома или еще что-то. Ну и ну, не можем, значит, смет когда-нибудь сможем. Сегодня можем, что-то делаем в этом направлении. И просто жили тем, что было сегодня. Какой-то период, я сейчас себя ловлю себя на мысли, что я очень долго некоторые моменты откладывала. Вот это будет потом, это обязательно это. И когда лет 15 проскочила вот так, и я поняла, что уже этого не вернешь, того, что было, а что будет впереди еще неизвестно, и
лично для себя немножко поменяла эту тактику, что если это возможно сегодня сделать, значит, возможно, сделаем сегодня. Если есть сегодня возможность поехать и увидеть вот это, значит, надо сделать и не откладывать это на потом. Вот. Понятно, что все положительные качества мы берем, если мы видим это в семье, соответственно, оно переносится и в свою семью. Хотелось бы то же самое передать и в семью дочери, чтобы она, ну, некоторые моменты она уже, причем не было такого конкретного воспитания, делай так, не делай не так. Я просто одно время я зациклилась на том, что она получит все, чего я хотела в детстве. Я хотела заниматься танцами, я хотела еще что-то, еще что-то. А она нет, она не хочу музыкой, ну, и танцев у нас тогда в тот период не было, но зато она начала делать те вещи, которые совершенно не свойственны мне. Когда она занялась этой полимерной глиной, потом она занялась кулинарией, у нее настолько эти торты, эти все выпечка, это все на таком уровне было, скажем так, высоком. А я и кухня это вообще как бы вещи такие несовместимые, да. Ну, я бы, ну, нравится, но и потом, и также, и в то же время мне думалось, ну, как подвести к будущей профессии, чем она будет заниматься, опять же. Думали, что ну, давай нам надо было подтянуть там английский язык. И начали дополнительно заниматься, и в итоге это выльется в что-то в ее профессиональное. Она одно время хотела профессионально заняться выпечкой, и всем этим, кулинарией и так далее. Я говорю, без проблем. Ну вот давай, отучимся, а потом делай все, что хочешь. Или параллельно делай, займись учебой. Ну, не знаю, как дальше это она уже сама решит. В общем, ну, сегодня так посмотреть тоже иногда думаешь, что не хочется, баба никогда не любила это, нельзя жить только одним днем, надо какие-то планы, да, там и финансово выстраивать и так далее, чтобы в определенный день не остаться без ничего. Да. Ну, это все понятно, конечно, и вот это чувство бережливости, откладывания, да, там финансовых каких-то этих самых, это у меня это есть, от них это 100%. Вот, но все равно в любом случае, судя по тому, что сегодня все происходит в мире, надо максимально пользоваться тем, что есть сегодня, и, конечно, благодарить Всевышнего и быть рядом с теми людьми, которые сегодня вокруг тебя, быть побольше, невзирая на твою там какую-то лень, и усталость или еще что-то, потому что, ну, все так быстро меняется в этом мире. Да, сейчас что-либо запланировать очень сложно. Но наши родители, они постоянно действовали, жили по плану, да, у них были какие-то планы, какие-то цели поставленные. Мы уже как-то в этом смысле мы немножко по-другому действуем. Ну, возможно, время другое, возможно, мы другие. Ну, время совершенно другое. И, ну, одно дело, даже развитие всех этих коммуникационных различных технологий, да, но, ну, допустим, я же говорю, когда, ну, в свое время мне просто родители дали возможность получить образование в совсем других реалиях, другой, да, там. И поэтому я уже на все смотрела совершенно другими глазами. Может, как одна там женщина говорила, вы не переживаете, что уедет, там самое худшее, наверное, было, останется, или еще что-то, выйдет замуж, еще что-то. Ну, понятно, что мне никто никогда не говорил, но у меня до такой степени были определенные внутренние установки, что как бы я знала, что я никогда не подведу своих родителей. И изначально, и поэтому, когда уже в общении и воспитании дочери, вот эти вещи я уже использую, если как бы
когда-то родители со своим определенным тоже воспитанием, классическим воспитанием крымско-татарских семей и так далее, что девушке приоритет, лучше выйти замуж, вести хозяйство и так далее, разрешили мне увидеть что-то другое и так далее. После этого у меня вот действительно было очень много таких моментов, когда я, даже работая определенные волонтерские какие-то каких-то там организациях или еще что-то, я имела возможность ездить и еще там дополнительно, да, там участвовать где-то или еще что-то. Я не говорю, что, допустим, да, мои сестры были обделены чем-то в этом плане или еще что-то. Ну, у каждого свой путь, но меня восхищает моя сестра, которая после почти 15 лет работы домохозяйкой, воспитания 3 сыновей, сейчас нашла себя в работе, в любимой работе, получила образование. Ну, скажем так, человек, когда хочет, всегда ищет, продолжает и так далее. Помимо того, что она очень такая творчески разносторонний человек, чего только она не пробовала делать своими руками. И вот в плане этом мы очень друг другу в этом плане помогаем. Если что-то надо мне, она помогает мне в творческих этих вещах, а я ей со своей стороны. Ну, как-то так. Поэтому, ну, самое важное в семейных отношениях это, конечно, терпение, ну, любовь это однозначно, и умение не то, чтобы понимать друг друга, понятно, что понимать друг друга, если есть вещи, которые, допустим, но если есть что-то общее, оно всегда должно быть. Тогда, соответственно, и семья есть. Но терпение, вот тут вот как бы не хочется согласиться, терпение чего? Вот терпение, что тебе неудобно, над тобой издеваются. Ну, в каком плане терпения? Не, ну, понятно. Это совсем разные виды терпения. В плане терпения, что определенные конкретно моей ситуации были финансовые проблемы. Ну да. Да, в этом. Нужно было определенный период этот, скажем так, пережить, да, больше это. Дальше проблемы со здоровьем, когда одно дело просто не все же выдерживают, да, там Да. какие-то нюансы такие. Поэтому я никогда, ну, я же вам говорю еще раз, я и в семье и мужа родителей, и своих родителей. Я не сказать, ну, там понятно, что были споры, были конфликты, это, ну, это всегда. Да. Но нам, детям, это было настолько все это разграничено, мы, может быть, только понимали, что они там поругались, если она мне разговаривала с отцом какой-то период, и, ну, наверное, что-то между ними произошло, и все. А каких-то там выяснения и крика и так далее, соответственно, и я максимально все конфликты в семье сводила на какую-то такую чтобы ребенок, ну, минимально понимал, что есть какие-то разногласия. И то же самое, и он крика никогда в своей семье не слышал. Вот. А терпеть какие-то вещи, которые тебе совершенно психологически неестественны, противоестественны и так далее. Ну вот, я же говорю, я бабанем иногда спорю на эту тему. Он не то, что там, да, ты должна терпеть только потому, что но некоторые моменты говорит, это можно пережить или еще что-то. Я говорю, баба, можно пережить 1 раз, 2 раз, 3 раз. Но если ты понимаешь, что это откладывается и на твоем психическом состоянии, и тем более у ребенка, а я кучу примеров таких знаю, когда дети вырастали, а только потому, что сохраняли семью, чтобы, да, там, сохранить ради чего-то. К сожалению, это со временем совершенно играет очень плохую роль. Поэтому терпеть совместно какие-то трудности, я это имею в виду, только это. Только это. Да. Пережить их вместе. Да. Такой вопрос. Вот, наверное, у всех у замужних женщин, да, есть такой вопрос отношения с Хайнаной. Мне показалось, что у вас отношения прекрасные с Хайнаной. Вас даже зовут одинаково, да? Ее тоже зовут Лейля.
Как вот это? Или она уступает и никогда не вмешивается, или вы, или это вот совместное какой-то у вас договор подписан? Ну, все мои знакомые говорят, ты такая умная, потому что ты никогда не жила вместе. Ну, мы изначально, нет, первый период, там пару месяцев мы жили вместе. Нет. Ну, во-первых, что я могу сказать изначально? Вы знаете, ну, это от человека зависит. Вот, ну, это действительно женщина, которая меня встретила с открытыми объятиями сразу. Вот мне ничего не приходится не выдумывать, ни под кого-то там, да, подстраиваться или кого-то это. И на протяжении вот этих 25 лет я вот даже всегда, она настолько, она и все мои, близко мое окружение, очень к ней с любовью и теплом относятся, потому что, ну, она открытый человек и готова всегда оказать всевозможную свою всяческую помощь, которая, начиная там от, я говорю даже, не надо таких подарков или еще что-то. Ну нет, как не, ну мы же все понимаем, да, там уже пенсионерка или еще что-то, даже уже неудобно получать какие-то определенные подарки, а она нет, на чем-то сэкономит, но подарит. Ну, во-первых, понятно, что сначала была установка родителей, да, там воспитание и так далее. Я видела отношения Анашки к Беташке и так далее. Ну, тоже жили хоть и раздельно, но всегда были правила, какие должны быть в отношениях. Но я все время думала, что если будут какие-то проблемы, ну, понимала, что мы не будем жить вместе в любом случае. Ну, буду как-то их так реагировать, чтобы самое главное, я всегда так считала, если ты как-то плохо относишься к родственникам своего мужа, соответственно, и у мужа будет такое же восприятие к твоим родственникам. Но если это семья, как это возможно было? Я этого никогда не понимала. Понятно, что так называемые хайнаналых есть такое слово. Ну вот я даже, честно вам скажу, у меня одна знакомая, моя ровесница, с моим как бы уже, да, там, современными взглядами определенными на жизнь, видя некоторые свои минусы вот этой общей жизни, сказала, я специально буду сыну вот так на каком-то определенном этапе, менда хайнаналых я пойдем. Ну, я промолчала, улыбнулась, думаю, ну чем это может закончиться, это чем всегда может закончиться. Или как, ну, ничего хорошего из этого не бывает. Просто, и у нас тоже много как бы, ну, не то, что там общего или еще что-то. У меня она тоже очень любит путешествовать, ездить по гостям, по мероприятиям, активные различные культурные мероприятия. Сейчас я больше, конечно, я организую эти все вещи. Мне интересно, когда мои две Анашки ходят со мной там в театр или еще куда-то, показать какие-то красоты Крыма, которые они в свое время в силу своей занятости или еще что-то не могли увидеть. Просто сесть в машину и поехать, погулять или еще что-то для меня очень вызывает большое удовольствие. Самое главное, что это только вот одно, что это это самый близкий человек твоего мужа. И если ты хочешь, чтобы у вас всегда все было нормально, соответственно, ну, если у кого-то, понятно, все бывает там но хотя бы не проявлять открытых каких-то таких форм агрессии, конфронтации и так далее. И ну, в этом плане я всегда смеялась в первые годы в семейной жизни. Мы к ним приедем на выходные и всегда привозили там коробочку с печеньем, да, там, ну, кельдах мусафрали, кеки тардах. А уезжали там с мешком картошки, с мешком того, мешком муки. Вот она всегда брала мешок муки. Половина им, как студентам отправляла все время. И как-то вот, и сегодня как бы Лахабин Кирешкур, к сожалению, Хайнате тоже очень хороший был человек, уже нету сегодня. Он очень трепетно относился к двое сыновей, а это внучка, первая внучка. Очень
любил ее. И все время, если я приезжала или еще что-то, любил со мной разговаривать. Мы сидели, общались, хавей всегда заваривал. Она нам работала всегда, и поэтому мы как-то вот так. В общем, однозначно только одно. Что бы ни было, бывают разные ситуации. Я это понимаю, надо этот, но не может быть нормальной такой семьи, когда ты не терпишь, не любишь этого человека. Ну, это как-то противоестественно, как для меня лично. Да, здоровой Да. семьи не получится. Ну, какой вот можно сделать вывод из всего этого? Дети, понятно, родственники. Что вы можете посоветовать вот в современное время, вот сейчас? Что можно посоветовать тем людям, которые только создали семьи или которые вот создадут свои семьи? Какой-нибудь вот такой вот совет есть у вас? Рецепт? Ну, скажем так, я на сегодняшний день, да, там, если кто-то говорит, ой, я совершенно далека от кухни, или еще не умею готовить, да, там, или, ну, это не главное в семейных отношениях. Понятно, что со временем ты научишься и готовить, и так далее. Я и, скажем так, ну, если бы мне, наверное, муж на каком-то этапе сказал, ну, знаешь что, ну, хочется мне кушать очень вкусно, красиво и так далее. Понятно, что я все умею делать. Ну, есть такое, да, как и у любой женщины, которая всю жизнь готовит, кормит, Да. что это уже не чисто какие-то там кулинарные изыски, это просто необходимость кормить и мужа, детей, семью и так далее. Ну, в любом случае, советы это такая вещь, совершенно нельзя ничего советовать. Можно послушать Да, и да, не да, не и да. придерживаться, да? Просто, ну, во-первых, это должен быть однозначно твой человек. Как бы ни было сегодня сложно найти, да, я очень много знаю пар, которые так и не нашли кого-то или еще что-то. Просто жениться, выходить замуж, чтобы была семья, ну, может быть, тоже рождаются дети, и там семья все-таки развивается и так далее. И такие примеры были. Но финансовая сторона, к сожалению, современная молодежь подвержена тому, что хотим все сразу и, пожалуйста, вот без лишних усилий и так далее. Машину Это тоже такую, есть, да. да, это тоже. Я, наверное, просто мы начинали, как говорится, с полного, скажем так, нуля и так далее, при поддержке, большой поддержке наших всех родителей. Но ну, если как бы есть это, очень хорошо, как бы, ну, я имею в виду финансовая подоплека, дом, там, машина или еще что-то. Ну, по прошествии времени, как бы, может быть, кто-то это улыбнется, кто-то скажет, ой, это вы, наверное, так, потому что, может быть, у вас в какой-то степени это что-то не получилось, но совершенно не главное. Я знаю, ну, одно дело финансовое благополучие и золотая клетка так называемая, вот, чего категорически бы не хотела, да, для своей дочери. Или определенные замыкания, вот это есть, значит, ты будешь делать только так или это. Поэтому, как по мне, лучше начинать вместе, с чего-то начинать и продвигаться, к чему-то достигать. Хотя есть и примеры, когда достигая чего-то вместе, тоже есть, начинаются проблемы. Ну, в общем, это все сложно, поэтому жить по определенным семейным ценностям, понятиям, критериям, которые не придуманы кем-то, не это, да. Что-то, может быть, шлифовать, что-то под себя подстраивать или еще что-то. Как говорил Харбаба, добрый я шамаха. А что он подразумевал, конечно, у всех добрый я шамаха. Это разные эти рассуждения и так далее.
Но если человек, скажем так, изначально предначертан для тебя, ты его нашел, это большое счастье в этом мире. Да. Соответственно, и вместе решать все, что будет. Потому что одного счастья безмерного оно никогда не будет, это понятно. Но даже определенные трудности и конфликты, они иногда расставляют, видишь, как человек, да, играет ту или иную ситуацию, как он себя проявляет и так далее. Поэтому Бір, бір никяхнем хартаумага, вот мы все время это говорим, это сегодня для многих это далеко, конечно, и не актуально, и не еще что, но я считаю, что это очень ценно. И если ты как бы мотивирован на это изначально в семейных отношениях, значит, все должно получиться. Поэтому я буду всем молодоженам этого желать. Мне очень интересно подростковый период у девочек, да, потому что у самой дочь в подростковом возрасте, ей 13. Конечно, у нас такой вот большой какой-то проблемы нет, но некоторые моменты мне очень интересны. Ну, в силу того, что я сейчас это переживаю, наверное. В силу того, что еще вот для верующего меня называют тревожной мамашей, потому что я из всего делаю. Ну вот я из тех, которые совсем не тревожны. Мне даже несколько раз и в укор это ставили. Ты слишком спокойно. Ну, никто не знает, как это было внутренне, а внешне я вообще это не проявляю. Ну, очень многие такие были ситуации. Но внутренне, наверное, я это прокручиваю, проговариваю и так далее. Но у меня больше тревожный это муж, наверное, по отношению к дочери. И я понимаю, что два тревожных человека Кто-то для одной должен. дочери, да, это очень ну, и у них очень, как у отца с дочерью, тоже очень тесная такая взаимосвязь. Они музыку могут вместе обсуждать, со мной это не обсуждается. Там фильмы какие-то у них общие есть. Мультфильмы. Я никогда не любила смотреть мультфильмы. А все мультфильмы смотрел с дочерью муж. И причем это, ну, там не просто там какие-то, и они это все любили обсуждать и пересматривать и так далее. Вот. Ну и поэтому, наверное, вот эта тревожность, я это не понимаю. Ну, конечно, я переживаю, это свойственно всегда, всему. Мне даже это говорит, вот здоровье, ты некоторые симптомы не замечаешь, я по факту узнаю или еще что-то. Но у Ну, меня у да, да. самой по себе, наверное, это уже выработался инстинкт такой, чтобы это ты психологически себя защитить от многих проблем. Я лучше потом это, когда себе это перекручу, и уже другими словами я это рассказываю и так далее. В общем, так. Я вспоминаю себя подростком. Вот почему-то я так это, когда она уже стала некоторые моменты проявлять, явных таких, конечно, конфликтов, конфронтаций у нас не было, но некоторые моменты я понимала, что ну, это нормально, это надо просто пережить. Ну, какие-то говорить, что тебе нравится, что тебе не нравится. Аккуратно, да. Да, потому что, ну, вот таких историй хлопанья дверьми, да, там и уходить или еще что-то, я ей рассказывала уже чуть попозже, когда я лет тоже в 14-15, мне что-то не нравилось, как она что-то мне там сказала или еще что-то, и я объявляла бойкоты. Вот у меня одна из форм таких моих конфликтов была, ну, что такое бойкот, это не разговаривать тоже. То есть это не Да, крики, да, не. вот именно я там, хотя я сейчас понимала, конечно, что она в силу своей занятости, она даже, наверное, на тот момент и не обратила, что я с ней какое-то время не разговариваю. Не Нет, ну, конечно, замечала. в общем плане это было, там, селям алейкум, салхан варны, салхан хамас и так далее. А вот так, чтобы там этот, ну, когда еще вторая дочка там мелькает где-то, поэтому... Ну вот это вот самый такой мой был, я вот это очень хорошо запомнила. Конечно, не с чем-то соглашалась, но вот именно повышение голоса, наверное, или еще что-то. Я помню один раз Мириам уже лет каком-то там, лет ей, наверное, огрызнулась мне или еще что-то. Мне даже стало интересно, что, ой, ну хоть что-то я тоже почувствовала, а тут что-то слишком все гладко. Ну, тут просто и по работе я с этим сталкиваюсь, с детьми общаюсь, в школе общаюсь, подростков современных вижу.
Такие какие-то минимальные, я не знаю. Понятно, что если это перерастает в какие-то очень сложные ситуации, ну тут уже со специалистами работа, опять же, это родительский авторитет, там может быть авторитет кого-то или еще что-то. Ну, наверное, это как и любую ситуацию, надо просто пережить. Да, 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 да. пережить, переговорить и так далее. Обсудить. Сауnas. Saunas, suskydas sapnis.